Да. Доброе утро! Добрый день. Доброе утро, да. Ну что, друзья, давайте начинать наш прямой эфир, который, наверное, один из наших долгожданных эфиров, потому что у нас сегодня в гостях признанный шеф-повар не только города Якутска, но и вообще Якутии нашей Николай Габышев. Давайте знакомиться. Меня зовут Вероника. Я живу в пригороде Сан-Франциско. Люблю не только готовить, стряпать, вкусно поесть, но и сфотографировать то, что я ем. Ну и Николай, пожалуйста, вам Да, предоставляю слово немножко о себе. добрый день, Вероника. Очень приятно, что соответственно, сегодня в прямом эфире. Хотел бы, конечно, сказать спасибо, что пригласили. Постоянно, очень часто рассказывая о себе, я думаю, что, может быть, забыли и придется снова еще опять рассказать о каких-то определенных моментах. Что вас конкретно интересует? Я бы... Да, ну давайте немножко для наших подписчиков расскажем, что вы родом из Вилюйского района, и несмотря на то, что все те ваши одноклассники или ближайшие люди, которые вас окружали, интересовались, наверное, чем-то таким, не знаю, там, газом, нефтью и так далее, у вас оказалась своя дорога. Ясно. Да, но на самом деле действительно очень интересно. Я родился в Вилюйском Алусе, поселке таком Кызылсыр, где родина нефтяников и газовиков, да, как ни странно. Но моя судьба сложилась так, что в ранние годы, наверное, после 9 класса, как-то вот родители, даже, наверное, раньше чуть заинтересовались, ну, как бы, и рассказывали о том, что, ну, как ты смотришь на то, чтобы там поступить, например, в кулинарный техникум? Ну, как-то вот, как-то к этому пришло, потому что кто-то из родственников поступал, ну, как-то вот там сложилось. Я об этом очень задумался, и потом где-то к 9 классу я уже конкретно настроился и уже сдавал часть предметов, которые нужны будут в будущей моей профессии. Поэтому все делал для того, чтобы как бы развиваться. Ну, как ни странно, конечно, часть, наверное, моих каких-нибудь одноклассников и знакомых говорили: о, там, конечно, кто-то говорил круто, а кто-то говорил, ну, не знаю, как бы, для всех очень сложно было представить, как профессия повара будет, ну, можно быть там успешным, интересным, ну, и как бы, чтобы все получалось. Но как бы после 9 класса, соответственно, в ранние годы, где-то в 15 там, лет практически, я начал, соответственно, свою карьеру. Я как бы не буду, конечно, долго рассказывать о том, что я там, все мне там приходило очень легко, все было просто. Ни в коем случае, конечно, все было очень, все было не так просто. Да, я просто это начал довольно с ранних лет. Если, например, у вас дети интересуются кулинарией, да, то я думаю, что если вы хотите сложить карьеру там в дальнейшем, чтобы связано с ресторанным бизнесом или что-то с общепитом, то начинайте это пораньше, да. Чем раньше, тем как бы будет лучше. Соответственно, я очень ранние годы начал. Я закончил сперва техникум, затем поступил дальше для того, чтобы знать свою профессию на технолога. А дальше вообще там учился на заочном на инженера-технолога. Ну, представляете, какой этап образования, соответственно, я прошел, как бы. Поэтому тут нельзя сказать, что как бы что мне что-то там легко далось, или я, например, получил это, какие-то врожденные у меня там просто когда я учился, у меня все легко получалось, да, я мог, не знаю, но сделать некоторые вещи, которые получаются лучше, чем у моих одногруппников и друзей, там, коллег, поэтому, соответственно, это все дело подогревало, да. Соответственно, когда у вас все получается, когда у вас вкусно, довольные, то, ну, почему бы нет, надо развиваться дальше, как бы. Ну, вот поэтому, как бы, наверное, есть такая мотивационная история. Но вообще, как бы, специалист любого уровня должен мотивировать себя сам, поэтому, как бы, вот над этим надо работать. Полностью согласна.
И что я хотела у вас спросить. До того, как родители вам предложили такой, ну, ранний довольно путь поступления и вообще самостоятельной жизни, кем вы мечтали стать в детстве? Ну, на самом деле, как бы в детстве разные там мечты. Я очень плотно интересовался спортом в тот момент. Наверное, скорее всего, что-то хотел связать со спортом, да. Ага. Но когда я начал просто вникать в свою профессию, я понял, что вот это мне нравится, да, как бы мне это нравится, и открыл там для себя еще дальние определенные вещи, что у меня, оказывается, неплохо развиты организационные способности, которые мне, вот, в принципе, и помогают, да. А организационные способности довольно важный такой момент, который тоже нужно развивать, да. Ну, это связано там с командной игрой и там такими определенными вещами, которые, наверное, скорее всего, нужны. Вот как раз вот это как бы необходимо. Угу. А дома у вас в детстве кто любил чаще и больше готовил, мама или папа? Ну, на самом деле, дома у меня готовят и мама, и папа. Причем оба очень хорошо. Ага. Да, и так как у меня мама работала там, ну, сменным графиком, там и ночные смены, и дневные, там, и так далее, поэтому, соответственно, часть работы, конечно, там, ну, готовил иногда отец, а иногда отец ездил там на заездки, и отец был занят, готовила мама, поэтому у меня еще есть старшая сестра, иногда и сестра готовила, поэтому как бы здесь на самом деле конкретно таких вещей нет. Я просто хотел отметить, что в детстве у меня была такая особенность, не все нужно было сделать аккуратно, понимаете? Да, даже намазать хлеб на масло для меня это было очень важно, там, чтобы это было все очень аккуратно, красиво. Спасибо. Да, вот как бы, наверное, скорее всего, вот этой особенности меня отличало, да. Угу. То есть у вас уже было эстетическое видение не только в целом как бы мира, но и конкретной еды. Да, еда для меня, ну, на самом деле, как бы, тоже вкусовые качества, рецепторы нужно развивать, как бы, да, нужно как можно больше попробовать для того, чтобы понимать, о Согласна. чем, как бы, идет речь. Да, вот вы тоже готовите, я смотрел вашу страничку в Инстаграм, у вас разные такие, ну, у вас же есть любимые блюда, а на самом деле надо пробовать все, как бы, любимые, нелюбимые, там, разные, это, да. А когда вы пробуете, в вашем сознании происходит автоматические сравнения, да, и определенный вкус остается как бы в памяти, поэтому как бы вот это все дело очень хорошо развивает, да. Вот, Николай, как бы вы как раз задали мне тему для разговора. Если говорить о том, что нам надо расширять всем вкусовые рецепторы, что для вас было в какой-то момент, ну, как бы много времени тому назад, допустим, вы бы сказали, я никогда не стал бы есть вот то-то, то-то. Что это сейчас, и попробовали бы ли вы уже такое блюдо? Ну, на самом деле, конечно, я бы, наверное, может, не стал бы есть змею, там, не знаю, каких-то насекомых. Да, но это я все уже пробовал, поэтому, в принципе, как бы, в Что принципе, на самое самом такое деле, устрашающее, чтобы обычный человек не попробовал, а вы уже попробовали? ну, не знаю, ну, может быть, паука-птицееда там. Да. И вы это так Или... прямо ну, да, было дело. Не, ну, на самом деле, как бы, знаете, когда шеф-повар, это, наверное, тот человек, который должен быть очень любознательный, да, вот как раз там и Согласна. часть вопросов о том, что как бы какие должны быть качества. Ну, их очень много должно быть на самом деле. Любознательность и, наверное, скорее всего, интерес к продукту – это один из очень важных качеств, потому что вообще любой шеф-повар, он должен любить поесть, но причем как бы вот этой
характерность. И даже я вот на самом деле своих учеников только вот смотрю, кто любит как бы покушать не просто как бы набить желудок, а ему вот Ага. интересен сочетание вкуса, ему нравится вот, и он отличает, например, сегодня он кушает и понимает, что ну вот как бы вчера было лучше или, например, сегодня лучше. Это очень хорошо, да. Вот любопытство это одно, наверное, из таких необходимых качеств, которые нужны, да. Вы просто должны интересоваться едой и всей, как не только как, ну, это часть, это там же части истории, и как вообще как бы проходил, ну, процесс, связанный с продуктом. Да, продукты, Мгм. они как бы имеют свой определенный характерную историю там. Да, в определенный сезон они лучше, там, в другой там хуже, там, в одном месте они лучше, в другом они как бы еще лучше. Поэтому как бы тут очень, очень много тонкостей, ну и как бы этим всем нужно интересоваться, да. Это все Мгм. нужно знать. А расскажите, вот вы затронули тему учеников. Как можно стать вашим учеником? А, Кого вы готовите? Вот. Ну, на самом деле, как бы ученики, они как бы раньше, если честно, я очень много как бы посвящал этому делу и в формате формирования определенной команды для меня важны были там моменты, я уделял очень много времени и старался. Но на самом деле зачастую, конечно, на людей, которые тратил многое время и внимание, просто там уходили либо в другой бизнес, либо конкурентам. Поэтому Ага. сейчас на данный момент, конечно, как бы люди, которые меня окружают, и коллеги, которые есть, я их всех очень уважаю и ценю, да, но при этом, конечно, они понимают, что со мной как бы работать можно комфортно и интересно. Ну, как бы есть плюсы, есть минусы, конечно, само собой, да. Да, но на определенном этапе развития. Некоторые думают, что работать со мной нужно только в начальном этапе, как бы, как формирование такой своей определенной школы. Но на самом деле это не так. Да, я развиваюсь постоянно. Да, для меня совершенству нет предела, поэтому для меня нет определенной рамки, которая вот как бы есть, и на этом мы как бы, да, мы сделали лучше, там, мы делаем это лучше в течение года. Ну, скорее всего, наверное, в ближайшее время мы начнем делать это еще лучше, да, и ничто нам это не помешает. Поэтому мы будем просто развиваться постоянно, и некоторые вещи мы все время меняем, развиваем, и как бы люди, которые очень гибкие и легко к этому привыкают, они как бы быстро адаптируются. Да. Мгм. Николай, расскажите, пожалуйста, если зашла уже речь о работе, Мгм. такой прямо внутри кухни, расскажите, пожалуйста, где вам удалось поработать и как сразу ли пришло понимание того, что вы можете творить уникальные блюда? Особенно Ну, вот уникальные блюда фьюжн якутской кухни. да, ну вот давайте начнем с того, что все-таки я поправлю по поводу кухни фьюжн, да, Мгм. да, мой ресторан, он не фьюжн, да, это, наверное, Да вы скорее всего, что? либо, да, либо это люди-дилетанты говорят об этом, либо это конкуренты специально устраивают, да, на самом деле, как бы, ресторан, которым я позиционирую, река Ага. озеро Лес, это современная якутская кухня, да, потому Ага. что там есть блюда такие, которые вот печень оленя с мясом жеребенка, там, с брусничным соусом и морожкой, да. Ну, к какой кухне вы можете это отнести? Да, или к какому блюду вы можете это конкретно отнести? Соответственно, я использую продукт, применяю определенную технологию, но и вообще понятие ресторана, как бы, которое река Озералес я открывал, моя задача была показать стихию продуктов. У нас лучшие продукты в республике, которые нужно уметь готовить. К сожалению, не все это умеют, и это сложно. Во-первых, его нужно найти, хороший продукт, потом его обработать, сохранить, а потом еще и приготовить. Да. Это очень такой сложный технологический процесс, причем как бы, когда вы получаете эффект, ну, окончательный вариант, вы, ну, просто
супер такой хороший вариант. Люди, ну, не знаю, у меня ресторан все время заполнен, и им очень нравится. Они отмечают определенные блюда, натуральности вкуса и вот чистоты. Соответственно, в варианте Fusion, когда вы применяете, чтобы вы понимали, вы берете просто рецепт определенный и меняете соус, оставляете там, например, конкретную идею блюда, да. Меняйте соус, меняйте гарнир, там, не знаю, можете поменять там мясо там и так далее. Но при этом, соответственно, блюдо-то у вас как было там, так и осталось. Например, Цезарь там, ну он там, может быть, жеребятина, я не знаю, там еще как-то. Я такими вещами не занимаюсь, я настолько перешагнул этот уровень, что создаю продукт, используя только там, часть технологии и истории, ну и якутский продукт, более такой современной кухни, да, что связано там, например, если в замороженном виде подается, но я подаю в замороженном, только это уже более сложное сочетание. Сейчас такое время, когда у нас очень много продуктов, да, появилось, огромное количество продуктов, таких незнакомых, причем там авокадо, там различные виды ягоды, все это мы можем, имбирь, там, все это можем купить спокойно как бы на рынке, уровень-то растет, потребность как бы растет людей, вкусы тоже уже у всех потихоньку меняются, поэтому вот как раз, чтобы создать это все дело, и нужно эти продукты, которые новые, тоже использовать, применять. Но у меня там есть такие довольно, я бы сказал, сумасшедшие сочетания. Да, там очень интересные блюда. Там вот в якутской кухне очень мало как бы овощных салатов, но я специально поработал над этим и создал там целый ряд овощных салатов, которые пользуются популярностью там, вот вам, наверное, как раз в пригороде Сан-Франциско известен орех пекан. Ну, Да. потому что он вкусный, он хороший. Он у нас тоже есть, причем довольно хорошего качества. Поэтому почему бы его не использовать? Поэтому у меня есть салат со свежей голубикой, с орехом пекан, свежей грушей, огурцом, как бы, и листом салата романа. Вот как бы. А все это украшено редькой дайкон. Вот как бы вы представляете, какие продукты там. Как бы. А если я начну говорить про соус, это вообще отдельная история, потому что он готовится на основе сиропа шиповника. Да, шиповник, который растет у нас как бы там, не то что в лесу, а где-нибудь в поле, там везде, куда Да. не выйдет там. Да, поэтому вот как бы создавая такой продукт, ну, можно сказать, и сложного вкуса. А людям уже это начинает нравиться, они начинают разбираться, да, они не хотят просто кушать огурец с помидором, там, со сметаной, там. С Да, укропчиком, да? Они да, хотят с что-то укропчиком. уже. Да, они хотят более такой сложный, интересный вкус, и как бы, вот как бы в этом и есть понятие там, роста уровня, и вот как бы есть понятие современной кухни. Потому Ага, что очень интересно. да, потому что фьюжн это не тот вариант, которым... Это просто смешание, да. Ну и много еще людей говорит о том, что почему-то стереотип о том, что как бы ресторан там имеет какой-то определенный французский шик там. Но на самом деле, я, если честно, когда открывался, я больше ориентировался на такой американизированный ресторан, который более там доступный. У меня дизайн очень такой, немного как бы скромный, но при этом он очень качественно сделан, да, тут очень довольно дорогие элементы использованы, но при этом я как бы не хотел какой-то вызывающий такой, какой-то там совсем такой, знаете, какой-то Недоступный. вычурный такой вариант, да. Ага. Все хотелось сделать, чтобы было очень качественно, но, может, даже и скромновато, но ничего страшного, как бы. Суть как бы заключается-то не в этом. Ну и порции должны быть большие, как бы. Американизированный ресторан, он такой больше, наверное, скорее всего, доступный каждому там гостю, вне зависимости, какой он там национальности и какого-то определенной, просто как бы характерности, соответственно, этого, ну, да, но якутская кухня, конечно, она очень
интересная, ее нужно знакомить, ее надо развивать, вот как раз этим и занимаюсь, да. Угу. Ну, мне кажется, это вообще такое очень хорошее направление, интересное, потому что, мне кажется, чаще в простом понимании якутская кухня, она такая довольно пресная, ну, такая вот, Самобытная, да. да, но мне кажется, за счет наших таких аутентичных продуктов она вот имеет, ну, все якутяне, которые где-нибудь там живут за пределами России, они прямо скучают, мне кажется. И сейчас я хотела напомнить нашим гостям, которые подключаются, что у нас сегодня в гостях Николай Габышев, признанный шеф-повар Якутии, и владелец или учредитель ресторана «Река Озеро Лес». Я думаю, в Якутске нет человека, который бы не был в вашем ресторане. Даже я, когда была там 2 года назад, я помню, что было сложно попасть, но мы забронировали, и я имела возможность и честь попробовать уникальные блюда. Сейчас вопрос я бы хотела задать по поводу... Давайте поговорим о путешествиях, потому что я знаю, вот когда готовилась к интервью, я читала ваши... Ну, у вас очень много интервью, кто брал, и вот хотела бы от вас лично узнать о вашем опыте путешествия, потому что путешествия, это, конечно, вот, как вы сами уже сказали, безгранично расширяют наши вкусовые рецепторы, наши знания о кухне, о культуре, традициях. Вот вы, как шеф-повар, я знаю, что обучались у разных мастеров своего дела по всему миру. Давайте немножко об этом поговорим. Да, ну, конечно, кроме того, что, как бы я говорил, что у меня там довольно такой серьезный багаж знаний и образования, конечно, нужно было поездить по миру и посмотреть, что готовят, что умеют, соответственно, и что делают, ну, мои коллеги, да. Ага. Ну, соответственно, по обучению это такое почти такая плотная объезд побережья Испании, там, начиная от Барселоны там, до Валенсии. Также, соответственно, обучение в Китае, Франции. Ну, всегда мечтал, конечно, обучение во Франции, но когда я приехал во Францию, смотрел, мне все очень интересно было, но так как у меня французская школа, как ни странно, мне все там казалось настолько знакомое, что как будто я как бы, ну, все очень просто для меня было, да. Все Ага. очень знакомо, все, я прямо знал всю организацию работы. Все-таки вот как бы французская школа, это как бы такое довольно грамотный такой багаж, который мне удалось получить в ранние годы. Ага. Но так испанская кухня интересная была, вот как раз сейчас испанская кухня так доминирует, и, наверное, скорее всего, одни из лучших ресторанов как бы в мире, ну, если брать рейтинг 50 лучших ресторанов, там, конечно, испанских ресторанов, одни из первых десятки, очень много, да, очень сильные ребята. Ага. Ну и что, ну и, конечно, китайская кухня меня очень интересовала. Как-то так Ага. получалось, что меня с ней постоянно связывало. И я учился в Харбине, в национальном ресторане. И тоже было очень, очень успешно и очень интересно. Да, очень, очень много знаний. Ну а так, если сравнить по миру, то, кроме этого, я был и в Исландии, готовил на мастер-классе и был как бы тоже, смотрел, как работают ребята на Аляске, проводил, соответственно, такой ужин для Генерального консульства и при ООН в Нью-Йорке, Ага. для генсекретаря там тоже. Ну, все это было очень, конечно, очень много поездок. Я, наверное, только в Южной Америке не был, а так остальные страны, в принципе, как бы очень плотно как бы побывал. Да, я хочу сказать, что на самом деле у нас очень довольно высокий уровень, и в ресторане я как раз применяю такой более высокие стандарты, которые, соответственно, у нас есть, как бы, да. Я не особо равняюсь на работу конкурирующих ресторанов или, например, в целом в России.
Для Мгм. меня важно как бы использовать и показать людям, какие качественные и хорошие, дикие продукты у нас в республике. Поэтому как бы вот есть определенная особенность, да. Мгм. Здорово. Подскажите, вот чья кухня ближе к вашему видению такой уникальной кухни? Ну, на самом деле у меня нет определенной какой-то любимой кухни. Ага. Я больше мне интересно, наверное, определенная, например, ну, определенная кухня, связанная там с сезоном или определенные особенности, да, потому что лучший продукт, который вот только выловили и, соответственно, приготовили, да, в Мгм. определенное время. Да, вот это как бы есть определенная особенность. Ну, конечно, одно время меня интересовало, конечно, вначале французская, потом скандинавская, там, ну, разные кухни, они все время меняются, да, каждая кухня постоянно испытывает определенное там развитие, да, Ага. поэтому, в принципе, как бы какая-то кухня развивается, потом меняется, там, бывает даже такое, как понятие переосмысленная кухня, да, ну, да, это очень, как бы, да, такой вариант, да. А Мгм. так, чтобы сказать, что там вот, вот это прям моя любимая, ну, на самом деле нет. Так, так, ну, нет такого понятия, да. Даже якутская, что сделаешь. Николай, а вопрос тогда, как вы думаете, несмотря на то, что вы упомянули, что, ну, наверное, нельзя приготовить, допустим, аутентичную якутскую кухню, находясь где-то вдали, вот, например, будучи в Исландии, на Аляске, смогли ли вы повторить то, что могли и можете делать, находясь в Якутске? И могу ли я, например, находясь в Сан-Франциско, приготовить что-нибудь из якутской кухни такое? Например, я не знаю, что я могу приготовить. Ну Ну, вот, да, дело заключается в том, что когда я столкнулся с такой задачей, когда ну, была командировка там в Исландию, но при этом, соответственно, что там нужно приготовить? А там нужно накормить 200 человек. Там, да, это очень сложно. Ну, в Исландии немного было проще, там все-таки можно найти оленину, ага, правда, дорогая, но очень в хорошем качестве. Да, ага. оленину я нашел, хорошая, вкусная, и смог с нее сделать хорошее блюдо, что а, ассоциация оленеводов мира попробовали, и потом уже пригласили меня там сделать фуршет уже на 300 человек консульства Норвегии. Поэтому, видите, все-таки как бы продукты и технологии, которые вы применяете, они, конечно, это имеют значение. Также я готовил индигирку из лосося, да, в А, принципе, как бы тоже довольно неплохо. Добавлял лимон, лук, ну, в принципе, традиционно. Просто единственное, как бы, рыбу брал шоковой заморозки, чтобы там не было льдинок, ну и так далее, как бы. Не такую охлажденную, а потом замораживал, а мгм. брал уже конкретно замороженную. Да, если есть даже возможность ее разделывать исключительно, как бы используя стандартную технологию, а не филейную часть брать. Да. Интересно. Ага, Ну и, конечно, готовил якутский саламат. ага. Да, саламат это такое традиционное блюдо, которое раньше все-таки готовили для женщины, которая только что родила, чтобы набраться сил, да. Но и также это такое ритуальное блюдо, там любой алгыс там с лепешками, как бы саламат обязательно Мгм. подается, да. Ну и приготовить саламат на самом деле как бы нужны такие определенные схожие продукты, но и технология, конечно, да, это не так на самом деле просто. Да, я согласна, потому что мы пытались приготовить саламат. Здесь, в Калифорнии, есть местность Гуалала, где у нас находится Серге, комплекс. И вот мы как раз собирали американских гостей. Ну, мы пытались сделать саламат, подумали, ну ладно, у нас есть продукты, мука, хорошее масло. Ну, получилось, как получилось. Но вот, да, думаю, что технология, знание каких-то особых таких секретов очень важно.
Да, я просто столкнулся с такой проблемой, когда готовил на Аляске саламат, и у меня ничего не получалось, потому что, ну, масло совсем не подходило, как бы, Ага, поэтому, как интересно. бы, были такие моменты, в принципе, как бы, потом уже в Нью-Йорке я это исправил и брал уже там русское масло на Брайтон-Бич, и все было хорошо. Мгм. Да, поэтому тут, да, довольно как бы, да, ну, очень много зависит от продукта. Даже для приготовления такого вроде бы как бы, такого простого, как саламат, да. Ага, очень с этим согласна, потому что мы прям выбирали, кто будет готовить саламат. Прям. А, вот, Николай, вот Италия для всех ассоциируется с пиццей, с пастой. Франция, ну, конечно, там, я не знаю, вина, сыры, круассаны. А чем бы вы хотели, чтобы наша Якутия ассоциировалась у гостей нашей республики? С каким блюдом? Ну, на самом деле, как бы с одним блюдом, наверное, тут очень сложно. Наша республика такая уникальная, что у нас есть продукты дикие не только рыбы, но и Мгм. мясо. Соответственно, здесь должно быть серия определенных блюд, которых гости могут попробовать у нас и могут запомнить. Ну, конечно, одно из ассоциаций это строганина и индигирка. Мгм. Да, ну, как бы вот в основном гости ассоциируют. Ну, а так как бы это должно быть и оленина, и уникальное мясо жеребятины, которое, соответственно, кушают только в Якутии. Да, поэтому как бы я думаю, что на самом деле здесь надо вообще как бы, чтобы гости, которые посещали республику, они могли ассоциировать его просто с невероятной как бы кухней и продуктами, которые, соответственно, используют. Да, нужно говорить больше о продуктах, потому что, ну, вот, я думаю, что в Сан-Франциско диких продуктов нет. Да, Да, практически. Ну, кроме а рыбы, у нас, может быть. да, а мы, видите, счастливые, у нас диких продуктов здесь, ну, просто там почти все дикие продукты, за исключением там свинины, там, ну, да и та же самая говядина, я думаю, что она все равно такая немного диковатая, потому что там живет в таких определенных там Да, и пасется условиях. на Да, лугу. да, конечно. Мгм. Полностью с Ну и этим кушает, согласна. соответственно, да. Поэтому как бы дикие продукты, вот, наверное, скорее всего, с натуральными, качественными дикими продуктами. Ну, также мы еще при этом очень широко используем дикие растущие ягоды. Это голубика, брусника, а, соответственно, морожка и так далее, да. Там, поэтому мы это Мгм. все очень широко используем, и их нет выращенных. Они только собираются в определенное время такой, в сложно доступных условиях. Поэтому, Да, в принципе, как бы мы получаем, ну, мы, вот как бы, знаете, я уже говорил о том, что я работал в разных регионах России, начиная как в Иркутске, в Татарстане, не есть чем сравнить, и я знаю, что у нас маркетинг еще сильно не воздействует, поэтому мы можем как бы использовать продукты. И есть люди, которые собирают эту ягоду, которые ловят рыбу и олень, соответственно, выводят оленя и жеребятину, коневода. Это очень хорошо, очень здорово. Я как раз попал в нужный период времени и родился, когда у меня есть возможность это использовать. Вот, наверное, мгм. есть моя задача. Да, вот когда я, на самом деле, когда я рассказываю здесь американцам, что мы ходим собирать ягоду куда-то далеко в лес, ездим, не знаю, там борьба с мошкарой, с комарами, то они прямо смотрят на это большими глазами, ну, потому что, ну, они просто идут в супермаркет и покупают все это, все продукты, либо на фермерских рынках, как бы, лучший вариант. А вот я хотела Ну, вас... Ага. мгм. Да, на самом деле, как бы немного, как бы для американцев это сложно, как бы понять, но вот а нам, например, очень сложно понять, как можно в супермаркете найти все, как бы, ну, такое, как бы, какое-то дикорастущее, как бы. Хотя я вот говорю, да, я говорю, что мне нужен там определенный вид, там, бруснику, например. Я как-то искал бруснику на Аляске, мне бруснику обыскали все, и в конце только там какую-то бруснику Клюква, наверное, еще.
Да, наверное, или клюкву даже принесли, да, соответственно, дикорастущую действительно, но ее собирают только там коренные жители, Ага. поэтому как бы это очень сложно, да. Да, это прям как, знаете, бывает в рецептах шутят. Я хочу простой рецепт, чтобы не было там достаньте там коготь дракона, еще что-нибудь. Вот из этой песни. А, Николай, хотела бы перейти к разговору о вашем ресторане, о вашем детище. Вот как вам пришла идея создания такого аутентичного места, как река Озеро Лес, и как вы выбирали название? Да, дело заключается в том, что как бы действительно с названием было очень много как бы вопросов, но Ага, до этого, соответственно, открытие ресторана пришло к тому, что я работал как бы как обычно шеф-поваром, ну, так, так получилось, что как бы мне как бы дали кредит, ну, на работе неплохо работал, и как-то так договорились во формате мотивации дать мне кредит. И как бы, ну, соответственно, Егор Петрович мне дал кредит, и я открыл булочную. Булочная была по франшизе Синабон, как бы, ага, и она неплохо работала, потому что у нас все-таки люди очень много пьют чай, и это как бы актуально. да. Да, и булочная уже работает 7-й год, Я очень до сих пор успешно, помню как бы, запах на проспекте. да, да, до сих пор как бы булочная работает успешно, есть люди даже, которые работают с открытия, Ага, ну и, соответственно, деньги накопили, и я уже понял, что нужно позиционировать, как бы, ну, и работать уже, работать в своем ресторане. Как-то это вот пришло, но очень много людей об этом говорили, но на самом деле как бы мне как-то вот, ну, я мог бы, конечно, это заняться и раньше, но для этого мне нужно все время, да, как бы нужно конкретно, чтобы это все совпало. И тут как-то совпало и место, и как-то ага, и время, и в принципе как бы мы решили, что а, я решил, что, наверное, скорее всего, наверное, да, попробуем как бы это дело. Ну, и все идеи, которые были наработаны, так как это где-то не было, по-моему, так, если 3 года, да, где-то, ну, мне было где-то 33, там, 34 года, а, все идеи, которые до этого времени наработанные были, и в формате концепции, использования местных продуктов, но это еще пришло, наверное, гораздо раньше. Я где-то в 21 год учился у француза, и вот он говорил, что неважно, где вы работаете, там, в России, Франции, там, не знаю, в Южной Америке или просто в Америке, то мгм, вы должны использовать местный продукт. Местный мгм, продукт – это основа. Я помню, как-то один раз у меня был контракт в Татарстане, и приехал и анализировал обычную работу. Я как раз ездил по контракту, моя задача была улучшить ресторан, ну и устранить проблемы, которые в нем были. мгм. Ну, довольно молодые годы. И я вот столкнулся с такой задачей, что пиво пьют, а закуски-то нет нормальной. Ну, и закуски предлагают там национальные какие-то козылык, там еще что-то предлагали там. Я говорю, надо добавить татарский вяленый гусь, это как бы людям было бы интересно. Я добавил вяленый гусь, и закуска продаваться стала чуть не в 2 раза больше. Потому что для людей, причем как бы выросла цена, и, ну, потому что татарский вяленый гусь в основном готовят бабушки. И когда ребенка отправляют из города к бабушке, наверное, скорее всего, бабушка угощала его татарским вяленым гусем, а этот вкус остался из детства. И Мгм. когда люди приходят в ресторан, заказывают, а там татарский вяленый гусь, он пробует, а это Вкус тот детства. гусь, который у бабушки был. Да, он, конечно, очень как бы, его это все интересует, ему все нравится, и он как бы, это очень такие положительные эмоции, которые, ну, наверное, может дать ресторан, если есть возможность. Мгм. Поэтому это очень хорошо, как бы, вот как раз к этому и пришла задача. Но самое интересное в том, что как бы, когда вы получаете продукт, который получали раньше,
да, ну это все здорово, но это работает на какой-то определенный этап времени. Но если у вас есть возможность сделать из этого продукта что-то новое, но при этом оставить вкус, который был с детства, это будет успех. Вот как раз чем я и занимаюсь, я стараюсь создать продукт очень красивый, натуральный, но оставить его характерно натурального вкуса. Поэтому, конечно, вот такого момента как раз и есть как бы задача. Да. Вот как раз в этом и есть ресторан. Ну и также как бы в ресторане, так как я очень плотно занимался и позиционировал здоровое питание, я вот хотел в ресторане создать, есть такое понятие slow food. Да, slow food это ближе такое в итальянской кухне, которая, ну вообще дословно, это кухня, которая противоположна быстрому питанию, да. Соответственно, это национальная кухня более здоровому питанию. Соответственно, у нас есть здоровые натуральные продукты дикого происхождения, очень качественные и очень чистые, натуральные, да, экологически чистые. Но их же нужно правильно готовить. Вы можете использовать технологию, которая просто убьет продукт, убьет весь вкус, полезные свойства и так далее. Поэтому, чтобы сохранить, для этого нужен тоже опять огромный опыт, для того, чтобы все эти продукты очень грамотно приготовить. Вот я в своем ресторане использую там чир, приготовленный на пару. Там. Ну, как бы, почему бы нет? Одно из самых продаваемых блюд, потому что на пару, ну, мало кто готовит. Причем это нужно еще сделать вкусно. Ну, соответственно, оленину жареную на гриле. На гриле как бы мы меньше всего используем масло, а на гриле приготовить оленину это вообще целая проблема, потому что оленина, она такая суховатая. Как бы есть в этом сложности. Поэтому здесь очень много тонкостей, очень много работы вложено для того, чтобы как бы получить очень качественный такой интересный продукт. И вот как раз, чтобы человек, когда кушал в моем ресторане, он испытывал такой вот в конце более такое здоровое ощущение. Да, он чувствовал себя очень легко, да, у него все это неплохо переваривалось и нормально себя чувствовал, да. Никакого там повышенного уровня сахара там и так далее. Да, поэтому здесь чтобы не было чувства вины. Очень много работы. Не, ну вины я нет, имею в виду, конечно. что ох, я опять переела, например. Но часто как бы люди говорят об этом, но на самом деле такого как бы даже не в этом дело, как бы тут у вас должно быть ощущение в том, что как бы вы чувствуете себя комфортно, да. А иногда бывает, когда вы покушали, а потом ну, очень серьезный такой дискомфорт, да. Вот, да. Некоторые люди еще говорят о том, что а что у вас в меню нету калорий? Ну, на самом деле, ребят, если у вас вы не понимаете, что вы едите и как, если вы тем более интересуетесь калориями, ну зачем они вам там нужны? Потому что вот у меня в ресторане калорий нет, потому что там и так все сбалансировано. И человек, который ест, там, понимает, что он ест брокколи, там лежит брокколи, там или какая-то определенная там крупа, там мясо приготовленное, она говорит, как от мяса там определенных там вариантов может быть более высокие калории. Нет, конечно. Да, поэтому люди, которые сохраняют ПП, там, они должны сами понимать, что у всех разный обмен веществ, и у калорий у всех перерабатывается, у всех по-разному абсолютно. Да, поэтому здесь уже зависит от человека, который... Я вот, например, мне 37 лет, я больше 20 лет как бы в бизнесе, вот я начал работать с 17 лет, мне сейчас 37, да, 20 лет в бизнесе, рестораном, а я довольно как бы, я бы не сказал, что я, конечно, худой, но у меня нет такого явного ожирения, да. Нет, я, кстати, хотела это отметить и спросить, в чем секрет, да, обычно, потому что шеф-повара в основном, я не говорю, что все, но большая часть, они такие, ну, хорошо упитанные, если это мужчина, то хорошо упитанные мужчины. А я как раз вот смотрю на ваши фотографии, ну и, ну, нельзя сказать, что вы такой типичный шеф-повар.
Да, дело заключается в том, что я ем довольно мало, ну и много работаю. Вот как бы Ага, поэтому, возможно, в этом секрет. возможно, скорее всего, есть, как бы, да. Ну и гены, наверное, родители у меня не полные, поэтому, в принципе, если бы родители были полные, с этим бы пришлось бы довольно серьезно, как бы, работать. А так я как бы могу как бы балансировать свой вес, следить за ним и как бы не испытывать каких-то определенных проблем. Да. Мгм. Ну вот как раз я хотела о калориях поговорить, ну просто сказать несколько слов о калориях. Вот, кстати говоря, недавно провели опрос, когда Макдональдс презентовал колораж своих продуктов, ну, никто не заметил спада количества потребляющих фастфуд. То есть, если да, потому что человек, который идет в фастфуд, он в Макдональдс, он уже как бы знает, что это вредная еда, и там огромное количество пустых калорий, но они все равно туда идут. То есть, вот писать калории, поэтому, согласно этому исследованию, ну, мало кому помогает. Хотя считается, что это вот новинка, у нас есть калории. Вот. Ну, да, конечно. Кто идет в Макдональдс, понимает, что ему нужно поесть. Его мало интересует Мгм. калории. А люди, которые интересуются калориями, будут дома выбирать салат там и готовить куриную грудку Куриную на пару. грудку. Но на этом их вкусовые рецепторы, понимаете, забьются до такого состояния, что они не смогут оценить там какое-то сложное сочетание там острого вкуса там или кисло-сладкого и так далее. Как бы. Поэтому все-таки Да. нельзя забывать, что есть две вещи, когда вы получаете положительные эмоции. Да, это как ну, понятное дело, занятием сексом, ну а второе это еда. Поэтому если вы не будете хорошо есть, ну и сексом заниматься тоже не получится. Поэтому тут все очень взаимосвязано. Да, и как бы сильно как бы отказывать себе каких-то определенных обычных человеческих особенностей не стоит, да. Да, я с Нужно, этим конечно, полностью да. согласна с этим. Так, что же это? Какой-то был у меня вопрос прямо У вас много залетел. было вопросов, да, я уже не вспомню. Да, я хотела сказать, что все нужно в меру, правильно? То есть Да-да, надо конечно. наслаждаться жизнью и тем, что создаются такие уникальные блюда, и их надо обязательно пробовать, потому что ну, многие люди путешествуют ради того, чтобы пробовать другую кухню. Ну, я задам, наверное, у нас уже мало времени остается, Ага, и я задам, наверное, еще пару вопросов. Как, хорошо. вот меня интересует, как к вам, Николай, приходит вот идея, допустим, Создание подачи блюда, блюда. да, и создание блюда, как вот, допустим, ага, я вот это вот оленину, например, сделаю на гриле, там подам соус из морожки, вот, и Ну вот как на самом подам? деле, да, на самом деле, как бы, если бы, как обычный там человек, который не знает и не связывает, ему очень сложно представить, да, потому что объясню. Блюдо, когда я создаю, я изначально использую продукт. Мне очень интересно продукт тот, который, соответственно, есть, причем как бы свежий. Я не рассматриваю там дешевый, там доступный, или тот, который продукт любят, например, потребители, да, например, любят гости, они говорят, а вот из этого продукта сделайте, Николай. Там. Меня это мало интересует, потому что мне важно все-таки найти продукт, который будет вот свежий, натуральный и, ну, наверное, все-таки интересный тоже. Мгм. Ну а создание блюда, вот как вы говорите, с морожкой, не с морожкой, это все основано на более высоком и большом жизненном опыте, который как бы у меня есть. Я, например, не ориентируюсь на подачу блюда, вот это положу там листочек сюда, и это будет красиво. Но на самом деле нет. Я больше рассматриваю тот вариант с целью там гарнира, если сверху гарнира положить основное блюдо только для того, чтобы оно сохранилось тепло. Там, ну и сочетание конкретно вкусовых рецепторов, чтобы
гарнир оставался теплый, основное блюдо было горячим, а соус был либо холодным, либо горячим. А как там это все сочетается и подается, но в основном меня больше интересует, чтобы это блюдо конкретно смогло дойти до гостя в том состоянии, в котором как бы мы его пытаемся его донести. Да, вот как бы вот эта задача. А тут уже факторы, которые сталкиваемся с которыми факторами там официант долго несет или там вот это все как бы под это все подстраивается дело. Поэтому вот, например, один из удачных блюд там голубичный пирог с деревенскими сливками. Но у меня была голубика, дико собранная оленеводами. Ее просто было невозможно было не использовать, потому что она как бы сама по себе уникальна. У меня есть деревенские сливки, у нас очень хорошие кисломолочные продукты. Ну и из этого сделал пирог. Причем как бы пирог, который там является только песочное тесто, остальное это даже не запекается. Поэтому как бы вот такие Ну все, у меня слюни технологические... текут, мне нужно было покушать. Вот такие технологические. А я могу, наверное, даже показать. Вот видите, он как бы здесь есть, как-то вот стоит на витрине. О, шикарный, Голубичный пирог. шикарный. Да, но дело в том, что как бы сверху еще подают замороженный керчик из голубики, поэтому вкус становится ярче, продукт становится более натуральный, поэтому как бы видите, создание определенного блюда тут более такой сложный момент. Мне иногда даже сложно объяснить, почему это так. Ну, тут так, потому что как бы ну, в принципе, как бы сейчас на самом деле, если честно, как бы нет определенных тенденций, как это должно быть выглядеть правильно. Да, особо нет неопределенных правил. Но все-таки это складывается определенной жизненной школы, которая есть. Да, если школа, я имею в виду ту, которую вы смогли получить в процессе своей как бы работы. Вот и есть работа шеф-повара в том, что как бы это постоянный процесс обучения, да, и как бы контроля качества, да, наверное, еще огромное количество. Ну, контроль качества это одно из как бы моментов, но это организационные моменты. Организационные моменты в ресторане это вообще отдельная история, потому что, да, люди меняются продукты, меняются, ну вообще все меняется. Может, клиенты, да, там, разные. Да, когда у вас ваш ресторан посещает 300 человек, а у них разные там вкусы, разные предпочтения, и что при этом все остались довольны, это очень сложно. Да, я согласна с этим полностью. Да, некоторые люди кушают, например, в ресторане, говорят, о, какое-то там простое меню. Ну, если бы вы знали, что происходит с олениной, которую сперва разделывают, затем маринуют, потом коптят, а потом только жарят, это надо видеть просто, чтобы понимать, насколько как бы сложный технологический процесс приготовления такого там, а вот этот соус мне нравится. Я говорю, ну, конечно, этот соус сперва выпаривается, затем там эмульгируется с оливковым маслом, там, потом, там, не знаю, созревается или лежит. А укропное масло вообще как бы замораживается. Сперва пробивается, а потом замораживается, а потом только уже как бы процеживается. Но очень, очень сложные технологические процессы. Вот как бы один из моментов, когда люди говорят, что ну вот, Николай, что-нибудь приготовьте. Да я приготовлю, просто это займет довольно приличное время. И дома вряд ли вы это сделаете. Да. Понятно. Так что лучше приходить к вам в ресторан «Река, озеро, лес». Да, спасибо. Лучше, конечно, так, да. Да, Николай, вот когда я читала интервью ваше для различных медиа, онлайн-медиа, один комментарий был в топе. Как же повезло жене Николая. Наверное, Николай готовит там все, завтрак, обед, ужин. Расскажите, кто у вас в семье главный на кухне? Ну, на самом деле, как бы я на кухне как бы не доминирую, стараюсь этого не делать, да, потому что как бы, ну, жена у меня готовит чаще гораздо, потому что сейчас сидит с детьми, поэтому
конечно, как бы детей нужно кормить, поэтому она этим занимается. Но иногда какую-то часть я как бы готовлю, обязательно подготавливаю. Ну и вообще продукты, которые я покупаю, покупаю это я их на свой определенный вкус, поэтому Мгм. ей нужно еще это все дело как бы приготовить. Ну, она молодец, советуется, спрашивает, как это как бы, как это приготовить и что лучше как бы сделать. Поэтому, в принципе, как бы тут все в командной такой истории, в которой Ага, как бы я думаю, что нет таких определенных сложностей, да. ага, здорово это А, слышать. да. А что повезло, ну, кроме того, что а, хорошим вкусом и хорошо готовить. Я же как бы человек на работе, который постоянно требует от людей работы, да. Кроме Ага. этого, я такой как бы и в семье тоже требовательный. Мне надо там здесь там хочу холодильник грязный там или еще что-то. Некоторые вещи, конечно, иногда у меня вылетают, потому что просто это, ну, профессиональная история, как бы это, ну, нормальная, как бы я считаю, тема, поэтому да, Я надеюсь, как жена относится бы, с пониманием. да, вот в этом-то и все дело, в том, что как бы любая семья, я думаю, что должны быть взаимопонимание и, ну, как бы, нормальное такое явление должно быть, да. Мгм. Ну вот Николай, и все. поступил вопрос. Спасибо Ага. за такой ответ. Интересный о семье. Больше подстраиваетесь под потребителя, под вашего клиента в ресторане, или же продвигаете одну определенную кухню? Ну, я думаю, что мы час на этот вопрос отвечали, да? Что... Ну, на самом деле, как бы, если все как бы анализируется, причем анализируется определенным опытом, да, если потребитель, там, большая часть потребителей говорит о том, что это нужно поменять, Ага, и, ну, наверное, скорее всего, это нужно поменять. Да, все-таки мы работаем для потребителя, ага. да, а не куда-то. Но какая-то часть потребителей все равно, может, ну, это не профессионалы, они не могут видеть как бы картину целиком. Да, они видят только верхушку, а что там дальше как бы происходит, как бы особо непонятно. И если есть возможность сделать лучше или что-то поменять, мы это обязательно сделаем. А если есть вещи, как некоторые, ну, очень сложно это сделать, либо вы это делаете, а от этого, соответственно, есть куча других проблем, то как Мгм. бы здесь немного. Там вот были такие вещи, например, часть гостей просили там сделать, например, такую закуску, как танцып из печени жеребенка. Мгм. Она такая немножко пикантная, ну, очень хорошая закуска. Проблема заключается в том, что чтобы ее приготовить, ее нужно перекрутить через мясорубку. А Мгм. закуска-то кушается в сыром виде. И, соответственно, когда вы перекручиваете через мясорубку, происходит обсеменение продуктов. Да, М. ну, да, бактериями. Это обычная Мгм. история. Соответственно, а тем более, если это мясорубкой вы крутили, например, там, мясо, рыба, там, ну, еще какие-то Курицу, другие да? вещи. Мгм. Да, курицу. Поэтому мне пришлось купить специальную мясорубку отдельную для того, чтобы перекручивать только для этой закуски, как бы, блюдо. Но вот, ну, М. что сделать? Пришлось закуску эту сделать, но, в Ага, принципе, как клиент бы всегда прав. закуску, да, закуску Или на почти самом всегда. деле как бы очень плотно, ну, хорошо продаваемости кушают, и все Ага. довольны, но мне пришлось потратить деньги, поменять там определенные моменты для того, чтобы это как бы создать. Да, поэтому не все Мгм. так просто. Да, оказывается, я Да. даже об этом бы не подумала, например, что вот, определенная технология может привести вот к таким непонятным для клиента последствиям. И нужно обязательно другие, например, пути выхода искать. И давайте тогда, Николай, последний вопрос, прям последний. Что возьмет с собой шеф-повар Николай на необитаемый остров, если у вас будет выбор выбрать 3 продукта? Да, я этот анализировал. Я вот до последнего момента даже особо как бы не думал. Во мне только логика, логика
там существует, что там взять там. А потом подумал, что какая разница, какие продукты возьму. Ну, лучше взять то, что вы любите сейчас. Да, а что с вами будет потом, ну, если постоянно думать о будущем, это целая история. Я вот взял бы то, что мне нужно было на первое время. Там, я сперва думал взять соль, а зачем я получил бы соль из морской воды там, на необитаемом острове, вот как бы и все. Да, взять с собой там какой-то продукт, который не портится и дольше прожить, но на самом деле как бы здесь нужно вот получить удовольствие и понимание там, что вы как бы за короткий этот определенный момент вы как бы получите. Я вот считаю, что я бы взял то, что я бы любил. Вот и все. Я бы взял отличный шоколад. Вопрос. Ответ. Шоколад. Я бы тоже взяла шоколад. Я бы тоже взяла шоколад. Извините, подумала, что будут яйца. Яйца? Ага. Потому что яйца хорошо всегда и везде. Не, яйца хороший продукт, но они же могут испортиться. Да. Поэтому, конечно, да, как бы тут очень много. Я бы взял бы сало, наверное, скорее всего, как бы, если хочешь кушать, то сало как бы очень хорошо удаляет как бы аппетит. Ну и взял бы что-то сладкое, все-таки как бы глюкоза, пониженный уровень сахара в крови. Да, на необитаемом острове, чтобы развести огонь или что-то сделать, нужно обязательно, да, все-таки, чтобы у вас был более такой нормальный уровень сахара. Поэтому что-то сладкое бы взял, шоколад какой-нибудь там, что-нибудь такое. Спасибо за ответ. Вас еще благодарят, мы за весь эфир, вы, наверное, видели, огромное количество звездочек, сердечек летало. Спасибо, железные чашки поменяли в ресторане, благодарят вас клиенты. Девушка, которая задала вопрос, благодарит за ответ. Очень интересная тема, и хотелось бы посмотреть кухню изнутри. Мы, наверное, в следующий раз проведем тогда прямой эфир с экскурсией по кухне, если Николай согласится. Да, кухню изнутри очень сложно как бы показать и посмотреть, и сказать, что вот как бы там некоторые вещи будут непонятно почему. Поэтому как бы это долгая история, как бы это нужно длительный процесс объяснять. Да. Хорошо. Ну, а так можно кухню посмотреть через стекло ресторана, это доступно. Можно посмотреть, как ребята работают. Ну, я специально это сделал, чтобы нечего скрывать. Все чисто, аккуратно и все правильно. Что? Со стороны старого города. Нет. В смысле, я имею в виду, что в ресторане, как бы, вот рядом с гардеробом можно увидеть, как бы, видите, работу кухни. Да. Здесь у нас уже торговый зал, видите? Поэтому можно посмотреть, это не проблема. Да, тогда нам отдельно... Хорошо, Вероника, огромное спасибо, что связались, нашли время. В пригороде Сан-Франциско, очень было приятно. Да, спасибо, кто был в эфире и смотрел. Да, если что-то если вдруг какие-то есть вопросы, пусть напишут в личку, я постараюсь объяснить, что-то рассказать. Спасибо огромное. Всем пока-пока.